Проект «Одно село, один продукт» уже давно перестал быть пилотным. Сегодня губернаторская инициатива выросла в серьезный экономический рычаг, который четко реагирует на жизнь села. Вот продукт, вот человек, который его производит, вот покупатель. Сельхозтоваропроизводитель сегодня понимает, что право участия в выставке открывает для него перспективы налаживания контактов с представителями рынка сбыта. Мы приехали из Пихемского Кожуна, город Туран, Маралхоз. Мы сюда привезли бальзамы, антогематогены, питьевую воду, вяленое, копченое мясо и слайсы, порошки для принятия ванн. Эта выставка собрала более 150 товаропроизводителей, участников проекта из всех районов и сельских поселений республики. Гости мероприятия могут приобрести продукты питания, товары народно-художественного промысла, непродовольственные товары местного производства и национальную одежду. Сегодня на выставке мы можем продукцию, молочную продукцию, мясную продукцию посмотреть воочию. Также у нас здесь представлена продукция по рыбопереработке. Кроме этого, мне кажется, впервые, наверное, представлена продукция в качественной упаковке с необходимыми техническими требованиями нашего мороловодческого хозяйства. На выставке также развернута коллективная экспозиция товаропроизводителей Завханского, Уфсанурского, Коптинского аймаков Монголии. Зарубежных гостей пригласили по случаю 95-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Так что в этот раз выставка несет международный статус. Лучшие участники будут отмечены дипломами и призами. Ожидаемый товарооборот выставки «Одно село, один продукт» должен составить более 6 миллионов рублей с ростом 8% к прошлогоднему показателю. Чинчика Шпукол, Нана Шангина, Буяна Юн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век».